Так, добрый вечер, дорогие друзья. С вами, как всегда, в 20:20 разговор без правил. Тема у нас сегодня будет острая, насущная, можно даже сказать, наболевшая. Будем говорить о ситуации на Северном Кавказе и об исламском факторе, который, несомненно, на эту ситуацию влияет. В гостях у меня Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, историк, философ, метафизик. Здравствуйте. Гейдар Джахидович, большое спасибо, что к нам согласились прийти. Дорогие друзья, предлагаю вам сразу посмотреть сюжет о нашем госте, дабы больше времени у нас осталось на непосредственно разговор без правил. Итак, смотрим сюжет. Джемаль Гейдар Джахидович, исламский философ, метафизик, поэт и политический деятель азербайджанского происхождения, председатель Исламского комитета России. Родился 6 ноября 1947 года в Москве. С 1979 года был активистом подпольного всесоюзного исламского движения. В 1985 году поступил в Московский институт восточных языков, но через год был отчислен за буржуазный национализм. С 1993 по 1996 год ведущий нескольких телевизионных программ, посвященных исламской проблематике. В 2001 году возглавил проект взаимодействия политического ислама и западных антиглобалистов. Итак, дорогие друзья, 645-9297, звоните к нам в прямой эфир, ждем ваших вопросов. Гейдар Джахидович, вы хотели нашим корреспондентам укор сделать за ваше досье. Ну, маленькая ошибка. Я поступил, конечно, в 65-м, потому что в 85-м, знаете, 20 лет спустя я уже совсем другими темами занимался. Гейдар Джахидович, давайте к серьезному. Называйте просто Гейдар. Гейдар, да, можно? да. Спасибо. Чтобы не сбиваться. Вы спасли нашу программу сейчас. Гейдар, скажите, пожалуйста, вот если серьезно и, в общем, отсмеявшись в начале программы, как можно сейчас охарактеризовать ситуацию на Северном Кавказе нашем? Я бы не стал использовать такие слова, как «грозит», «чревато», «может перерасти» и прочее, потому что я считаю, что все эти вещи надо говорить уже в совершенном наклонении, как свершившийся факт. На Кавказе идет война, новая большая война, и должен сказать, что прошедшая так называемая пятидневная российско-грузинская война – это часть или эпизод этой большой войны, которая, конечно, будет в перспективе развиваться. Нужно понять одно. Таких мест, как Кавказ, на Земле очень мало. Россия вышла в ходе своей истории на две таких территории, из которых Кавказ, конечно, гораздо круче. Это Балтика, это тоже очень мощное место, место силы, недаром это, так сказать, зона притяжения тевтонских рыцарей, недаром это зона действия Балтийского ордена Серебряного Креста и Розы. Это очень мощный центр, который еще даст себя знать, и я думаю, что проблемы с Балтикой еще в перспективе. Но Кавказ — это более значительное, более фундаментальное место. Оно связано с другим еще очень важным местом Европы — это Балканы. Балканы и Кавказ, они зонально связаны. И кавказская цивилизация существует, в принципе, как одна из уникальных цивилизаций, совершенно самостоятельно. Я бы сказал так, она существует внеконфессионально, и хотя это спорный вопрос, но многие исламские, в том числе ученые, считают, что Зулькарнайн, упоминающийся в Коране, это Александр Македонский, который пришел на Кавказ и который оставил там след в виде знаменитой стены Македонского, которая была построена против неких разрушительных орд, Гогов и Магогов, известных также в Библии. Кавказ — это место, где собраны совершенно особые психические типы людей, совершенно особый генотип. Вот с моей точки зрения, это одно из последних мест, где сохраняется подлинно мужской тип европейского белого западного человека, потому что собственно, в самой Европе он окончательно подорван. Александр, Гейдар, простите, вы как-то Вы думаете, я уже македонский? Не, да? вы как-то прям так вот истинный тип белого человека, такие пугающие заявления, определенного толка, скажем так. Вы знаете, что в Америке, когда арестовывают белого мужчину, его называют кавказцем, Caucasian, да, и когда переводят голливудские фильмы, то плохо подготовленные переводчики говорят, вот задержали лицо кавказской национальности.
На самом деле в Штатах белых называют кавказцами, потому что есть принятая в американской антропологической системе, в том числе и государственной, представление о том, что европеоидная раса – это раса кавказского происхождения, которая вышла с Кавказа в Давайте глубокой не древности. удаляться в антропологию, потому что можно всю программу об этом проговорить. Естественно. Если мы говорим о войне, если вы прямо вот абсолютно дословно говорите, что на Кавказе идет война, война кого с кем идет на Кавказе? Ну, видите ли, когда туда пришла Россия в XIX веке, после 60-летней большой войны против имамата Шамиля, в 1959 году он был взят в плен, но на этом война не кончилась, она продолжалась еще несколько лет, а потом были восстания, новые войны. Так вот, Россия сделала ставку на определенные силы в регионе. Это были силы наиболее архаичного, кланового, застойного типа. То есть это были те силы, которые для своего выживания должны были опираться, с одной стороны, на поддержку федерального, ну тогда, естественно, имперского центра, а с другой стороны превращать в своих личных эгоистических интересах этот регион в такой архаический медвежий угол. Тейповых вождей вы имеете в виду? Тейповые, шейхи, тарикатов, так сказать, вот. Потом они превратились частично в клановую бюрократию, многие из них вошли в элиту номенклатуры местной КПСС. Ну да, сначала дворянство, потом номенклатурная элита. Обязательно, обязательно. Вот, то есть, и сейчас они продолжают оставаться у власти. Они продолжают оставаться у власти, они продолжают крепить хватку на горле контролируемых ими народов. И, естественно, они по-прежнему заинтересованы в том, чтобы никакая модернизация не коснулась этого региона. Гейдар, я правильно вас понимаю, что руководство кавказских субъектов Российской Федерации зажимает, завинчивает изо всех сил гайки ради удержания личной власти и противится модернизации региона? Абсолютно. Потому что на Кавказе установлены в северокавказских республиках диктатуры, которые, ну, за исключением Чечни, где новый человек совершенно другого расклада и разлива, другого происхождения, но во всех остальных местах это преемственные выходцы из партноменклатуры. Ну как же, ну вот у нас в Ингушетии был Аушев, да? Он пришел, его серьезный политический противник Зязиков. Аушев был военный, и он тоже был в этом плане новатор. Он был, конечно, не представитель партии, хотя и человек совершенно не совершенно отрезанный от советского прошлого, но он не был представителем партноменклатуры. Поэтому то, что сделал Аушев, совершенно не устраивал федеральный центр. А именно, он установил там режим, при котором все вопросы решал он, и если федеральному центру что-то было надо, он обращался к Аушеву. Надо было кого-то арестовать, спрашивали у Аушева. Без его ведома никто там не смел пикнуть, заехать, убить кого-то, арестовать кого-то и так далее. Не понимаю логики. Если там устанавливается жесткая диктатура с завинчиванием гаек, да, то это, по-моему, как раз то самое, что... Она не жесткая диктатура, понимаете, здесь есть вот некая специфика. Аушев был авторитарный деятель, который, тем не менее... Диктатура и авторитаризм — это не одно и то же? Совсем разное. Есть клановая корпоративная диктатура бюрократии, которая проводит мероприятия по сдерживанию так называемого экстремизма, а под этим имеется в виду стремление молодежи иметь будущее, получить рабочие места, скажем, получить нормальное образование, не зависеть... Не получают? Естественно, потому что очень отсталая социальная инфраструктура в этих республиках. Москва почему это Давайте терпит? вернемся к Аушеву. Давайте. Аушев не давал возможности, например, кого-то приехать и убить со стороны. Вот приехать на бронетранспортере, выстрелить там, допустим, из гранатомета в чей-то дом, А как не давал? застрелить так, потому что если... Ставил другой бронетранспортер? Да. Понятно. Спокойно. Человек, Весело, те, кто наверное, к нему это заехали, те, кто к нему заехали и без спроса начали творить беспредел, рисковали оттуда не уехать. Это никому не нравилось. И поэтому поставили Зязикова, генерала ФСБ, который распахнул широкие врата для федеральных силовиков, которые там начали творить беспредел. И не только они.
естественно. Ну, и Гейдар, а осетинские почему соседи. Москве выгодна эта ситуация? Это единственный способ удержать Кавказ, держать его там, в подчинении у кланов? Или как? Или это нежелание В портить, Москве так нежелание думают, лезть? во-первых, в Москве не знают и не понимают Кавказа. Для них Кавказ — это совершенно мифическая, такая страшная категория, это такая пугалка из сказки, из книги джунглей. Знаете, там ходят какие-то багиры, там шарханы. Но Вот. люди с оружием там действительно ходят. Люди с оружием там ходят, это настоящие люди, реальные люди, поэтому их боятся клубные, так сказать, ну, постмодернисты, составляющие значительную часть Гейдар, но это политического класса Москвы. небольшое нарушение просто законодательства, ходить с оружием. Я когда там совсем недавно был в Осетии, в Северной и Южной, я проводил такой мини-соцопрос. 80% мужчин, с которыми я общался, хорошие, нормальные мужики. Там. Могу их назвать даже своими, там, ну, не друзьями, но, наверное, приятелями, потому что невероятно гостеприимная и добрая атмосфера там. Но при этом эти люди говорят, если у меня не автомат, то есть у меня там в Схинвале автомат лежит, во Владике, ну, только гранат пару. Но это Я думаю, что они противозаконно преуменьшают. немного. Я думаю, они преуменьшают. Знаете, говорить Нарушение закона это, в нашей Гейдар. стране говорить о законах довольно лицемерно, потому что в нашей стране они не соблюдаются. И не соблюдаются именно теми инстанциями, которые, казалось бы, должны их охранять и лелеять эти законы. То есть, значит, плевать на них надо радикально и везде. Вы не можете выжить в этих условиях, когда вы являетесь объектом геноцида, подавления, репрессий. Со стороны кого? Со Геноцида? со стороны федералов, со стороны местных правоохранительных органов, со стороны, допустим, если вы ингуш, Федералы осетинского осуществляют ОМОНа. геноцид. Федералы осуществляют геноцид местного населения на Кавказе? Естественно. Каким Заезжают, образом? убивают, провоцируют, расстреливают человека, который спокойно стоит, там мирно стоит, допустим, где-нибудь на площади. Зачем это нужно? А это повышение градуса, это повышение дестабилизационного климата. Зачем дестабилизировать в Москве Кавказ? Как зачем? Для того, чтобы управлять ситуацией политической, понимаете? Дестабилизируя Москвы ее... нет никакой Москвы. Есть здесь такие же точно кланы, есть силовой клан, не Вы тоже силовой. только что говорили о клубных постмодернистах, которые в Клубные Москве. постмодернисты — это только часть публики. Вы сказали большая часть. Значительная часть. Но есть и не клубные постмодернисты. А кто еще есть? Ну, есть, допустим, так называемая партия силовиков. Она Ну, их сильно больше, потеряла. чем постмодернистов. Я не знаю, сколько их, но она очень сильная, хотя она и потеряла позиции после прихода нового президента. А зачем вот этой там... Я думаю, федералы-силовики примерный знак равенства, да? Имеется в виду. Которые приезжают и дестабилизируют ситуацию. Естественно, не клубные постмодернисты приезжают. Сами, А зачем сами дестабилизировать ситуацию? Проще управлять дестабилизировать стабильной ситуацию, ситуацией, чем потому что в нестабильной. течение 17 лет, а даже если взять Горбачевское время больше, приблизительно с 1986 года, реально вся ситуация на нашем огромном пространстве СНГ и в частности России управляется через дестабилизацию, начиная с побоища в Алма-Ате в 1986 и так называемых саперных лопаток, по-моему, в 1989 в Грузии, да, в Тбилиси. И по сегодняшний день вся ситуация управляется через кризис, Ну, как-то- через режим конфликта, Как-то через нету режима дестабилизацию. конфликта, не знаю, на Урале и в Сибири, а вот на Кавказе есть Почему? почему-то режим Откуда вы конфликта. знаете, что там нет режима конфликта? Ну, потому что Свердловская область не объявляет войну Новосибирской. Как Зачем? чечено-ингушский конфликт или, не знаю, осетино-ингушская война. Осетино-ингушская война — это просто война, которая дает возможность, для которой есть возможность развязать конфликт между двумя народами. Этот конфликт был заложен очень давно, заложен тоже из центра. Каким Товарищ образом из Сталин- центра заложен этот конфликт? Товарищ Сталин был большой мастер закладывать межнациональные конфликты. Достаточно вспомнить, как делилась в национальном плане Средняя Азия. Такая чересполосица, А что что делилось? без войны... Между Осетией и Ингушетией что там делилось? А пригородный район? Вы что, в первый раз, что ли, об этом слышите? Не в первый Вы раз. что, не знаете, что в 1992 году осетины при поддержке российского ОМОНа перешли в наступление на мирных ингушей, и по трупам женщин и детей изгнали огромное количество ингушей. Ну, так живших в сначала пригородном ингуши районе? пришли к Владикавказу, разве нет? Минуточка. Ингуши там всегда жили. Во-первых, их выселял Сталин. Во-вторых, В начале войны, Им- в начале войны осетино-ингушской ингушская армия подошла к Владикавказу.
Какая ингушская армия? Ингушские солдаты вооружены, нет? Ингушские солдаты, о чем вы говорите? Вы что, шутите? А кто воевал? Какие? Кто с ингушской стороны воевал? Там никто не воевал, там были женщины, дети и мужчины, защищавшие семьи с двустволками в руках. А со стороны осетин кто Естественно, бронетранспортеры с тяжелыми пулеметами, ДШК. был? А откуда у осетин бронетранспортеры с тяжелыми пулеметами? А им Красная бывшая армия дала. А ингушам не дала? А ингушам не дала. А почему? А потому что осетины — это, так сказать, выбор Москвы. Так же, как армяне, например, против Азербайджана в Карабахском Так может быть конфликте. просто осетины выбор Москвы, потому что в Осетии как бы спокойно, а в Ингушетии там как-то вот... В последнее время сколько человек примерно убили в Ингушетии из просто верховного руководства республики? Вот просто за 2 недели. Начиная с Бекхана Зязикова и просто вот и дальше вниз. Вы сначала вспомните, кого сам Зязиков или его люди убили, а потом уже говорите о том, Так, сколько а почему убили вот в заповедства. Осетии не убивают никого? Или, по крайней мере, не говорят о том, что убивают? Ну, не надо, значит, и не говорят. То есть Дело так в том, же убивают? что, конечно, я думаю, что убивает так же. Кроме того, Осетия Ну, брата позиционировала Мансурова-то не убивают, а? Почему? себя, Осетия, как некая пятая колонна федерального центра, которая занимается проведением чисто репрессивной политики на Кавказе. Это политика, которая, так сказать, апеллирует к некоему удаленному хозяину при эксклюзивных правах наезжать на ближайших соседей. Эта политика очень недальновидная и идущая в тупик. Гейдар, ну Прежде скажите, всего, для пожалуйста, самого Евлоева осетинского кто народа. убил? Евлоева убил Медов, министр внутренних дел Ингушетии. Зачем? Это надо у него спросить. Видимо, поручил ему Зязиков, его непосредственный начальник. Ну так почему Мамсуров не поручает никому убивать? О чем вы говорите? Размера Евлоева. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Масса ингушей было убито и кончила безвестно на территории Осетии, куда их просто похищали с ингушской территории. Хорошо, Гейдар, давайте продолжим сразу после рекламы. Кроме того, Обсуждение горячее, надо чуть-чуть передохнуть, дать зрителям осмыслить произошедшее. Дорогие друзья, никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на «Разговоре без правил». Так, дорогие друзья, возвращаемся мы после рекламы на «Разговор без правил». Напоминаю, Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, у нас в гостях. 645-9297. Любые вопросы в нашу студию. Обсуждаем мы сегодня ситуацию на Северном Кавказе и исламский фактор в этой ситуации. Гейдар, давайте, дабы подвести небольшой итог первой части нашего разговора, посмотрим обзорный сюжет, подготовленный нашими корреспондентами. И сразу после вернемся к горячей дискуссии. Итак, дорогие друзья, смотрим сюжет. Кавказ был всегда далеко не самым спокойным регионом. Являясь эдакой лакмусовой бумажкой, он реагирует на, казалось бы, самые незначительные внешние и внутриполитические факторы. Признание России независимости республик Закавказья, Южной Осетии и Абхазии может оказаться для нас миной замедленного действия. В перспективе и, возможно, не самой отдаленной мы снова сможем получить парад суверенитетов и дестабилизацию ситуации на южных рубежах. Последнее событие – убийство владельца сайта ингушетия.ру Магомеда Евлоева и брата бывшего командира батальона «Восток» Руслана Ямадаева только подлили масло в огонь и так непростой ситуации в регионе. Кавказ сейчас можно разжечь одной неосторожно брошенной спичкой, и этого допускать нельзя. Насколько стабильной на сегодняшний день является ситуация в регионе? Справедливо ли утверждать о превалировании центростремительных тенденций на Российском Кавказе? И не являются ли последние убийства спланированными провокациями, покажет время. Итак, дорогие друзья, 645-9297, Гейдар Джемаль у нас в гостях. Гейдар, скажите, пожалуйста, наши информационные партнеры, агентство «Регнум», очень интересуются, насколько сильно изменилась ситуация на Кавказе после событий как раз в Абхазии и Южной Осетии? Или это некоторый просто внешний фактор? Я думаю, что Москва, когда шла на признание Абхазии и Южной Осетии, скорее всего, не вполне отдавала себе отчет в далеко идущих следствиях этого признания. Просто нужно понять, что сегодня впервые обрели вот этот виртуальный пока, но признанный Москвой суверенитет, 2 северокавказских нации, которые были структурированы в автономные республики. То есть это не союзные республики, как Азербайджан, Армения, Грузия, да, не Южный Кавказ, это северокавказские
народы, которые имеют теснейшие связи со всем Северным Кавказом. То есть Кавказ — это единый организм. Конфликты, неважно, осетины, ингуши, но это очень сложный клубок сдержек и противовесов. Например, поскольку осетины давят на ингушей, то ингуши, естественно, склонны поддержать Грузию. А Грузия, естественно, смотрит на ингушей как на ту силу, которая противостоит осетинам на Северном Кавказе. Насколько, по-вашему, быстрый вопрос один очень но в свою мельком. очередь, Хорошо. абхазы близки ингушам, но они при этом против грузин. Да? То есть это вот такой клубок. И вот теперь, когда две автономных республики северокавказских этносов объявлены независимыми, то возникает вопрос, а, собственно, почему две войны в Чечне? Почему восстановление конституционного строя в Чечне, почему там убито не 2000, как говорят про Цхинвал, а 200 тысяч гражданского населения за восстановление конституционного строя? А вот когда Грузия, так сказать, попыталась сделать то же самое, она оказалась агрессором и ей дали по рукам. Вот этот вопрос, на который, я думаю, стараются не отвечать, потому что ответить на него искренне и, так сказать, честно невозможно. Да не, возможно, в общем, потому что Осетия, по крайней мере, вела себя довольно тихо, мирно, да, в Чечне было не настолько тихо, мирно. Осетия никогда не вела себя тихо и мирно. Южная Осетия, по отношению к Грузии. Южная Осетия — это центр, достаточно четкий центр мафиозной деятельности. Она всегда противостояла Грузии вооруженным путем. Грузины туда не могли зайти, то есть там, так сказать, все параметры были абсолютно такие же. Это раз. И потом юридически, подчеркиваю, неважно, была там Осетия на протяжении тысячелетий в составе Грузии, или Грузия на самом деле была производным от абсолютно Осетии. Это не важно. Абсолютно Да. не принципиально. Мы говорим об административных данных, реальностях. Вот в административном смысле никакой разницы между грузино-осетинским конфликтом и российско-чеченским с юридической точки зрения нет. Была. То есть теперь очень какая? простая. В 92-м году или в 93-м. В 92-м была Абхазия, в 93-м Осетия. Были референдумы о нежелании выхода из состава Советского Союза. Кого? Автономные республики, не союзные, а автономные республики имели право на этот референдум. Автономные республики? Да. Автономные Правильно, республики имели право на этот референдум. Вспомните, в Чечне этого референдума не было. Нет, Дудаев тоже провел В референдум. каком году? В 92 году был референдум, и на самом деле та же самая тема Советского Союза. Во-первых, Советского Союза нет. Потому что проводить референдум о Советском Союзе в Абхазии или Осетии, или в той же Когда Чечне? проводилось, Советский Союз как раз распадался. В 91 году он был закрыт как уже снятая тема. В 91 году, в ноябре 91 года официально отменен Советский Союз. Все. После этого проводили референдум. Кстати, в Советском Союзе, который еще не распался, провели референдум. И весь советский народ высказался за сохранение Советского Союза. Правильно? Это никого не остановило. То есть власть в Москве, Ельцин наплевали на то, что Советский Союз поддерживает. Логично. Да, народ поддерживает, да? Что теперь говорить о референдумах? Дудаев говорил о том, что он хочет восстановления СССР и сохранения Чечни в составе СССР как союзной республики. Это никого не остановило и никого вообще не волновало. 200 тысяч человек, почти половина из которых русские. Если мы о Второй войне говорим. Для А Второй первый войны... и второй? Не, ну так Мы для говорим Второй о войны... первой, а второй? Ну так для Второй-то войны был абсолютно четкий, понятный повод. И Какой причина. повод? Какой Вторжение в Дагестан. Нет, это было не вторжение в Дагестан. Это А миф. что это было? Минутку. Масхадов был миф о вторгался в вторжении в Дагестан. Дагестан. Масхадов вторгался. Масхадов не вторгался. Масхадов, который Масхадов официально... поддерживал людей, которые вторгались Нет, в Дагестан. он не поддерживал. Туда вторгались люди, которые получили задание из Кремля, конкретно от Березовского, который был тогда всемогущим человеком в Кремле. Зачем они получили это задание? А вот именно для того, чтобы развязать Вторую войну. Они только этого не знали. Почему, Их использовали в Почему темную. Масхадов, который тогда был главой республики, этих людей не мог удержать? Его республика, его люди, его танки, его БТР и его автоматы. Нет, это все не так. А это чьи? гораздо сложнее все, потому что прежде всего, давайте вспомним 96-й год. В 96-м году
Чечня, после того, как муджахеды спустились с гор и взяли Грозный, получила отложенный статус. Что такое отложенный статус? Это обман народа, потому что население думает, что оно получило независимость, а общественное мнение мира и России считает, что это по-прежнему 89-й субъект Российской Федерации. И отсюда идет все конфликты. То есть чеченцы думают, что они независимые, а все вокруг них считают, что это автономная республика Российской Федерации. А Дагестан тут при чем-то? Причем Дагестан. В Дагестан, во-первых, зашли не Басаев с Хаттабом, а зашел туда дагестанский джамаат, возглавляемый выходцем из Дагестана Мухаммад Бахаудин, который был беженцем и мигрантом на территории Чечни, убежавшим от Мухаммеда Али. Солдаты, техника и амуниция у него откуда были? Какие солдаты, техника? У него было 300. Он один туда вошел. У него было 300 автоматчиков дагестанцев. 300 автоматчиков дагестанцев. 300 автоматчиков дагестанцев. Они где жили до этого? В Чечне или в Они Дагестане? жили до этого в Чечне как эмигранты. Как эмигранты. Конечно. Почему чечены допустили это? А что Почему они Басаев? Почему Хаттаб? Почему Масхадов? Почему это они не допустили? должны допускать, чтобы у них на территории жили эмигранты, Нет, почему они, убежавшие из почему они Дагестана? этим людям дали оружие? Почему они Эти отпустили их эти в люди Дагестан? ни у кого не просили оружия, они всегда были с оружием. Вот скажите, вот если вы, допустим, Аслан Масхадов, да, и вы знаете, что дагестанский слово, чтобы не переврать, что дагестанцев, 300 дагестанцев, живущих у вас на правах там, беженцев, иммигрантов, кого угодно. Да, Масхадов, конечно, был против этого. Масхадов, конечно, был всеми силами за сохранение Ну что значит отношений с всеми Москвой. силами? Если бы всеми силами, то он бы, как Аушев, этих людей бы не пускал. Ну, значит, Он бы этих людей на границе положил с пулемета 300 человек. Нет, оказался он, да, после этого бы его снесли мгновенно. То есть Кто? его только, так сказать, Кто? он только ноги бы мелькнули. Кто бы его снес-то Да мгновенно? все, как он может Ну положить кто 300? все? Ну кто все? Как он может положить 300 Сколько бойцов дагестанцев, было у мусульман? Басаева? У Хаттаба сколько было бойцов? Минутку. Хаттаб и Басаев не имеют отношения к Масхадову никакого. Масхадов — это официальный кто президент. реально руководил республикой на тот В том-то момент? и дело, что ее никто не руководил, потому что это специально было создано Москвой, чтобы она имела отложенный У кого статус. была реальная власть? Кто карал, кто миловал? Да ни у кого в Чечне? не было. У провокаторов, у агентуры силовой, которая, так сказать, создавала конфликты, провокации, создавала напряжение, создавала всеми силами предпосылки для нового вторжения, для новой войны. Хорошо. Это было видно уже в 96-м. Уже в Чем 96-м было Хаттаб понятно, и что Басаев начнется занимались второй в тур. Чечне в то время? Чем они там занимались? Они пытались выстроить независимую республику. Понятно. Кто Тем же, чем руководит? занимается Багапши какой-то сегодня в Хорошо, давайте соответствующих звонок республиках. послушаем к нам в студию. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы в прямом эфире «Разговора без правил». Представляйтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр, я звоню вам из Сибири. У меня вопрос. Уважаемый Гейдар, вот скажите, пожалуйста, согласны ли вы с бытующим на данный момент мнением международным, что война, в принципе, выгодна в данный момент на этой территории обоим сторонам, и России, и блоку НАТО или США, ну вот противоборствующей стороне? Понятно. Спасибо вам большое, Александр, за вопрос. Гейдар, что можете сказать? Она выгодна Соединенным Штатам, она невыгодна Европе, потому что блок НАТО — это композитное понятие. НАТО — это вообще прикрытие для американской оккупации европейской земли. Логично. Вот. Поэтому она выгодна Соединенным Штатам. Европейцам совершенно невыгодно, чтобы была дестабилизация хоть на Балканах, хоть на Кавказе. И она невыгодна России. Но есть Вы же говорили, определенные- что выгодно. Я не смешиваю Россию Вы не с смешиваете режимом. Россию с режимом. Понятно. И самое главное, не смешиваю ее с отдельными группами внутри этого режима, которые могут преследовать свои эгоистические цели. Поэтому есть такие группы, которые играют на повышение ставок, на, так сказать, разыгрывание кризиса, в ходе которого они могут восстановить или даже укрепить утраченные позиции. Вот этим группам выгодно, они плевать хотели на национальные интересы России. А Соединенные Штаты, конечно, стоят рядом, и они на подхвате. Им очень выгодно, чтобы горел пожар. И не только на Кавказе, а всюду. Хорошо, Гейдар, скажите, пожалуйста, вот опять же Регнум, наш информационный партнер, если уж о выгоде мы заговорили, интересуется, кому выгодно было убийство Ямадаева Руслана.
Вот. Как версии есть Кадыров, ну, разумеется, прямая версия. В общем, Кадыров ни любви к Ямадаеву не скрывает, и после убийства не скрывать продолжает. Но Есть я думаю, грузинский что, фактор, есть исламский фактор, я думаю, есть что американский прежде фактор. всего вот именно откровенность и очевидность кадыровской версии ставит некоторый вопрос по отношению к этому. То есть, ну не то, что снимает, а ставит. Что же уж ставит? слишком это очевидно. Во Это Владе первое. Байсарова убили в Москве, приехали люди с автоматами и шапочками на лицо в Ну, Москву, во-первых, положили чеченского во-первых, нет начальника. ничего проще, чем сымитировать, пользуясь всем известным конфликтом, так сказать, натянуть Вы шапочки. сторонник теории заговоров, Гейдар. А заговор — это способ осуществления истории. Вся история есть заговор. Ликвидация Я Советского говорю, Союза. сторонник теории заговоров. Ликвидация Советского Союза был заговор. И если вы мне не верите, то вспомните простой факт. Сговор в Беловежской пуще Шушкевича, Кравчука и Ельцина, которые запили это водкой. Это не заговор, не сговор. Хорошо, вы считаете, что нет сговора, нет заговоров, нет конспирологии. Я не считаю, что а их Соединенные Штаты считают, что есть Аль-Каида. Я не считаю, это что они чистый есть заговор. везде. Заговор против Ямадаева, против старшего Ямадаева. Кого вы Прежде выгоден? всего, есть достаточно серьезный слух, поддержанный, скажем так, из серьезных источников, что Ямадаев имел довольно высокие шансы получить пост руководителя Следственного комитета. И есть серьезные, не менее серьезные То есть это вообще силы. внутриклановые разборки в Москве. Да, это федеральный уровень. И есть серьезные силы, которые готовы были пойти на многое, чтобы Ямадаев этот пост не получил. Вот. Это первое. Второе, я думаю, что грузин мы можем снять, вынести за скобки. Вот, кстати, с вашей версией очень складывается, что Ямадаев, по слухам, опять же, ехал от Суркова Ну, в день убийства. Не, просто говорю, сочетается, логично. Логичный заговор. может быть и логичный. Я думаю, что грузин мы можем вынести за скобки, потому что это не их формат. Почему не их формат? Ну, потому что очень профессионально проведенная, очень далеко от Грузии операция, а до сих пор грузинские спецслужбы еще ни разу не почему очень отличились и не профессионально? засветились. Почему? Потому что очень точно, в очень точный момент подошли люди к бронированному Мерседесу, зная о том, что Руслан имеет обыкновение не поднимать бронестекло. Ему неоднократно делали по этому поводу замечания, говоря, что бронированный